Бисмилляхи рахмани рахим, ассаламу алейкум рахматуллах. По поводу оскорбления и блокировки кадыровцев в чате «Мысли ислама». Сегодня у нас воскресенье, 20 февраля 2022 год. Многие мне пишут, чтобы я заблокировал кадыровцев, которые пишут в чате «Мысли ислама» в Телеграме, чтобы я их заблокировал, удалил, лишил их возможности высказываться. Они там оскорбляют, они там матерятся, некоторые матерятся, некоторые не матерятся, но так или иначе они там просто так, так сказать, иронизируют, где-то сарказм у них зашкаливает. То есть они прикалываются, издеваются, можно так сказать. И мне говорят, заблокируй их. Я не являюсь сторонником блокировки таких людей. Даже если вы зайдете в мой YouTube-канал «Мысли ислама», там полно комментариев, где меня матерят, где меня оскорбляют. Я эти комментарии не удаляю, я не блокирую этих людей. За всю свою деятельность я заблокировал людей из-за каких-то комментариев. Можно на пальцах посчитать. И то среди них были те, которые, в принципе, были сторонниками независимости и так далее. Таких тоже я блокировал. И все в совокупности, всех можно посчитать на пальцах. Я не являюсь сторонником блокировки. Если мы будем блокировать, то чем мы будем от них отличаться, если мы будем им рты закрывать? То есть у меня такой подход. Пусть послушают, пусть посидят, пусть почитают, может образумятся. И также хотелось бы сказать тем, кто отвечает им: не материтесь, не называйте их там петухами, метухами, оскорбительными прозвищами и тому подобное. Да, по делу можно сказать, что ты являешься предателем, или вы являетесь предателями, или то, что вы делаете, являетесь предателями. Предательством. Хотя лучше, конечно, критиковать сам поступок, нежели личность. Да, я себе тоже в своих изречениях, высказываниях позволяю критиковать именно личность, когда я обращаюсь к кому-то, говорю: вот ты там шайтан, ты преступник. Это, в принципе, в некоторых моментах это допустимо с точки зрения ислама, но не является продуктивным. Если нам действительно важно донести истину, если мы действительно боремся за истину, то мы должны критиковать поступок, а не личность. То есть вместо того, чтобы сказать: ты предатель, лучше, можно, конечно, сказать, но лучше сказать: то, что ты делаешь, или такой поступок, кем бы он ни был совершен, является предательством. Это очень тонкая наука, даават. Я не являюсь, естественно, мастером в этом, но с каждым днем я это начинаю осознавать. Нужно понять, что эти люди искренне верят в свою правоту, так же, как и мы верим. И они искренне верят, что мы не правы, что мы на неправильном пути. По крайней мере, большинство. Да, среди них есть наверняка какое-то меньшинство, которое понимает, что они не правы, и все равно прут. Да, такие люди были во все времена. Но большинство, как правило, искренне верит в свою правоту. Поэтому с этими людьми нужно вести умеренный, имеется в виду в эмоциях, умеренный диалог, дискурс, где-то, возможно, диспут. Но лучше всего, конечно, диалог и дискуссия. Ни в коем случае какие-то споры, полемики. Нужно понять, нужно попытаться понять его мышление, понять, почему он так думает. Не просто говорить: вот ты же видишь, вот здесь ты не прав, вот здесь нас там убивают и так далее, и так далее. Да, это истина, это то, что мы видим. Но это проявление. А причину, почему он так думает, вот о чем мы должны думать. Почему он так думает? Видимо, где-то внутри у него установки неправильные. То есть там нужно посмотреть, там нужно разобраться в проблеме. А если ты будешь его оскорблять, то этот человек не услышит тебя. Даже если ты ему будешь говорить истину. Даже если ты перед ним положишь белый листок и будешь ему говорить: вот этот белый, и при этом ты его будешь там называть
извиняюсь за выражение, там, петухом и так далее, слушай там, извиняюсь опять-таки за выражение, петух, вот, смотри сюда, это же белый листок, ну что вы думаете, он будет вам говорить, да, ты прав, это белый листок. Нет, он включит защитный барьер и будет с тобой ругаться. И ему на данный момент, на тот момент будет наплевать и начихать, белый этот листок или не белый. Нужно понимать эти моменты. Я опять-таки повторяюсь, я не являюсь мастером в этом деле. И у меня было очень много, и много у меня до сих пор ошибок. Но это то, к чему мы должны стремиться. Поэтому я вас прошу, не оскорбляйте кадыровцев, не оскорбляйте этих людей в чатах. Особенно также обращаюсь к тем, кто оскорбляет там суфизм и так далее. Если вы хотите дискутировать с ними, дискутируйте, но не высмеивайте. Я тоже бывал высмеивал, да, у меня тоже эти вещи были, но это неправильно. Я все чаще и чаще начинаю понимать, что такой метод, он не работает. Да, мы можем посмеяться, как кто-то там где-то прыгает. Ну и что? Эти люди нас поймут, они осознают свою ошибку. Да, меньшинство осознает, а большинство выстроит защитный барьер. Поэтому нужно очень мягко говорить, мягко, красиво, по делу, несомненно. Не сдавая, естественно, своих позиций, но мягко, красиво, культурно. Ни в коем случае не оскорбляя. Если человек верит, что какой-то там шейх, допустим, летает, но не надо высмеивать и говорить, вот вы дураки, идиоты, дебилы, вот ваш там такой-то, сякой-то шейх. Для него это истина, он в это верит. Если ты будешь его оскорблять, он начнет оскорблять тебя в ответ. Даже в отношении явных многобожников во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах запретил оскорблять в отношении этих людей их божества, то есть те лже-божества, в которые они верили, которые они почитали. Аллах говорит в Коране, субхану ва та'аля, что запрещает, не оскорбляйте этих их божеств, потому что во гневе они начнут оскорблять Аллаха. То есть даже тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, понимал эти вещи. Мы тоже должны это понимать. Поймите, что эти люди искренне верят в свою истину. Кто бы он ни был, сейчас не только кадыровцы, там, суфисты, но и салафиты, и сторонники Ичкерии, и сторонники, не знаю, там, Эмирата Кавказа, и сторонники там еще кого-то, сторонники России, сторонники оккупации Кавказа. Неважно, они верят в эту истину, и с ними нужно вести диалог, соответственно, культурно, в рамках ислама. Опять-таки, еще раз говорю, это не значит, что я всегда так себя вел и веду. У меня ошибки есть. Я говорю о том, к чему мы должны стремиться. Сегодня у нас 20 февраля 2022 год, воскресенье. С вами автор YouTube и телеграм-канала «Мысли Ислама». Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.